Сегодня мы рассмотрим, как, используя психологические приемы, можно манипулировать людьми в разных ситуациях. Мало кто умеет влиять на людей, еще меньше тех, кто этим сознательно пользуется. Итак, рассмотрим несколько методов манипуляции. Просите больше, чем хотите получить. Эта манипуляция может помочь, когда, например, вы устраиваетесь на работу и хотите получать высокую зарплату. На вопрос работодателя, какой оклад вы хотите, назовите цифру больше, чем вы хотели бы получать. Этот метод работает практически всегда, и в 95% случаев, если человек заинтересован в вас, он, немного поразмыслив, предложит вам чуть меньше, чем вы просили, но благодаря этому психологическому приему вы получите больше, чем хотели. Называйте собеседника по имени. При разговоре с человеком, расположение которого вы хотите добиться, важно называть его по имени в положительных выражениях. Для него слышать каждый раз свое имя с определениями «друг», «приятель» как бальзам на душу. После такого психологического приема вы однозначно вырастете в его глазах. Навязанное желание помочь. Речь пойдет о том, как пробудить в человеке желание помочь вам. Для этого необходимо попросить у него то, на что он никогда в жизни не пойдет. Но просить нужно хорошо, с доводами, что вам действительно это нужно. После того, как человек вам откажет, он будет постоянно чувствовать себя обязанным вам. В дальнейшем он будет делать попытки предложений о помощи вам, так как его будет мучить чувство вины перед вами за прошлый неудачный раз. Не забывайте льстить. Как известно, льстят все и почти всегда. Чтобы добиться успеха, важно льстить тому человеку, у которого высокая самооценка. Такие люди не замечают лести и воспринимают ее как заслуженные комплименты. Люди же с низкой самооценкой будут видеть в ваших лестных словах обман и подвох. Подражайте собеседнику, его мимике, жестам и стилю речи. Научитесь подстраиваться под человека, которому хотите понравиться. Будьте его отражением. Можно отметить, что большинство пародистов хорошо знают и даже являются друзьями тех людей, которых пародируют. При разговоре с человеком используйте фразы и жесты, которые ему свойственны. Таким образом, он будет воспринимать вас как своего. Что-то просить лучше у уставшего человека. Уставшие люди более восприимчивы к любым просьбам, а все потому, что устают как физически, так и психологически. Этой хитростью можно воспользоваться на работе, когда шеф уставший, можно смело идти на ковер и просить о повышении, например, прибавку в зарплате или отпуск. Начинай просить по мелочи. Если постоянно просить чего-то по чуть-чуть, то человек, выполняющий ваши просьбы, постепенно втягивается в это дело. И потом готов дать вам все больше и больше, ведь для него это уже норма. Поэтому будьте осторожны, ведь кто-то может проделывать такое и с вами. Не исправляйте людей, когда они не правы. Если вы явно видите, что человек не прав, ни в коем случае не поправляйте его сразу в лоб. Ведь в таком случае вы станете для него врагом номер один. Для начала согласитесь с ним и поддержите в его нелепости. Потом действуйте спокойно и аккуратно. Постепенно меняйте его точку зрения. Эффект Бенджамина Франклина. Встретился как-то Бенджамину человек, который с самого их знакомства не взлюбил его. Франклину был неприятен этот факт, поэтому он решил любым способом добиться расположения нового знакомого. Бенджамин узнал, что тот человек ищет редкую книгу, вот он и решил одолжить ему ее. Когда новый знакомый принес вернуть книгу, Франклин поблагодарил его. Так они стали лучшими друзьями. Ведь когда ты делаешь кому-то добро, у этого человека потом появляется желание сделать еще большее добро в ответ. Кивок. Когда человек, расположение которого вы хотите добиться, что-то рассказывает, кивайте головой. Это будет означать, что вы согласны с его мнением, а значит, он прав. А кто не любит быть правым? Все приведенные выше психологические приемы были доказаны учеными, так что смело используйте их в жизни. И не забывайте, что при желании общий язык можно найти с любым человеком. Главное – желание. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите 2 предыдущих выпуска.